что означало молчаливое согласие на репрессии и геноцид в Чечении. Европейский союз Романо Проди, председатель Европейской комиссии 1999 год, 2004 год, не предпринял шагов для защиты Чечении, несмотря на массовые нарушения прав человека. Хавьер Солана, верховный председатель ЕС по внешней политике 1999 год, 2009 год, выражал в кавычках озабоченность, но поддерживал курс на невмешательство ради сохранения отношений с Кремлем. Германия. Герхард Шрёдер, канцлер Германии 1998-2005 года, был ключевым союзником Владимира Путина, называл его в кавычках чистым демократом и не пытался остановить войну в Чечении. Позже он стал председателем Совета директоров Роснефти и работал на «Газпром». Понимаете, продал чеченскую кровь и заработал себе должность в «Газпроме». Понимаете, и в Роснефти. Другой немец, Йошка Фишер, министр иностранных дел Германии 1998-2005 года, несмотря на правозащитную риторику, то есть циничную ложь, не предпринял решительных действий против России. Франция. Помните информацию, что Жак Ширак, большой защитник, он там все для чеченцев делает, он сказал, дайте чеченцам убежище и так далее. Вот Франция. Жак Ширак, президент Франции, 1995-2007 год, поддерживал Путина, игнорировал войну в Чечне и позже получил российские награды. Жители, чеченцы, проживающие во Франции, запомните, Жак Ширак это не тот, кто нас приютил и где гуляет, видимо, французские спецслужбы закидывают какую-нибудь пропаганду, что Жак Ширак очень любил чеченцев и помогал. Не помогал. Жак Ширак помогал Путину уничтожать чеченцев. Это говорит искусственный интеллект. Юбер Ведрин, министр иностранных дел Франции, 1997 год, 2002 год, называл войну в Чечне внутренним делом России. И теперь нас завтра, вот нас, проживающих здесь граждан Франции, Германии и других стран, нас попросят пойти воевать против русских. Вы запомните эти слова. Скажут, ну надо воевать. Мы бежали от русских сюда, они нам скажут, идите воюйте против русских. Вот они будут таким образом останавливать Россию. Великобритания. Тони Блэр, премьер-министр Великобритании, 1997 год, 2007 год. В 2000 году стал первым западным лидером, пригласившим Путина в Европу, несмотря на военные преступления в Чечении. Джек Стро, министр иностранных дел Великобритании 2001-2006 года, участвовал в перезагрузке отношений с Россией, оправдывая действия Путина. Другие страны и структуры. Сильвио Берлускони, премьер-министр Италии, был близким другом Путина и помогал России избегать давления Запада. Кофи Аннан, генеральный секретарь ООН 1997-2006 год, выражал озабоченность в кавычках, но он не предпринял никаких мер для защиты чеченцев. Совет Европы, членом которого Россия оставалась во время войны, не ввел санкции против России за геноцид в Чечне. Эти политики предпочли торговать с Россией и закрывать глаза на геноцид чеченского народа ради экономических выгод и геополитических интересов. После 11 сентября 2001 года Запад использовал Россию как проводника в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке и в Афганистане, что окончательно легитимизировало уничтожение Ичкерии. И именно тогда авторитет США и Запада начал падать. Потому что мир увидел их лицемерие. Сдача Чеченской республики Ичкерия показала, что права человека важны для Запада только тогда, когда это не мешает его интересам. Именно поэтому позже появился лозунг Дональда Трампа «Сделать Америку снова великой». Потому что после предательства Ичкерии величие Америки пошатнулось. Искусственный интеллект.
Теперь мы, вероятно, видим повторение истории.